Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, скажите мне, как видно, как слышно? Так, скажите мне, как видно, как слышно? Опять эхо, да? Опять эхо, да? Ага, сейчас вы видите. Так, а теперь как? Так, теперь как? Опять эхо, да? Опять эхо, да? Как слышно? Как слышно? Как слышно? А это просто передается туда, все нормально, сейчас это мы уберем. Так, теперь скажите мне, как слышно. Так, Сергей, приветствую. Украина, привет. Хамзат, ва алейкум ассалам. А я не хаусиш эхо. Сейчас пропало эхо. Гуд. Чечня и Россия на месте. Ассаламу алейкум, ассалам, вместе. Виктор Полоков, алейкум салам, Виктор. Все, приветствую, Виктор. Не было давно вас. Так, все отлично, говорит Хамзат Кева. Отлично, Леон. Жора Майер на месте. Ва алейкум салам. Жора Майер. Перед эфиром я разговаривал со своим товарищем, и он мне сказал, что он не получает уведомления. И я подозреваю, что многие не получают уведомления на мое видео, но если бы было бы легко, то эти бы занимались бы все, кому не лень. А чем труднее, тем интереснее, как говорится. Так, Аде, ассаламу алейкум, Аслан. Уведомления нет, эхо нет. Да, уведомления нет. Вот, алейкум салам, Машволь. Уведомления не получает. Спрашивается, почему же так? Что сделал такого я, что не нравится русским террористам, что я вещаю? Ну, что поделаешь. Русские террористы, они ранимые, им тяжело, они боятся слов больше, чем пуль. Соответственно, жалеть слов мы на них не будем. Байсангур чеченский. Ассалам алейкум саваш иш эту бойла. Ва алейкум ассалам Байсангур. Машволь. Дере свой масера бойла это. Так, я тоже не получаю, говорит, Чечня, не Россия. Да? Ну вот. Вот такие дела. Рабяк Рамбяк. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Адам Грузинский. Ассаламу алейкум, ассалам Вижари. Ва алейкум салам. Адам Грузинский. Что с реалити? В смысле, что с реалити? Вот реалити же. Это же на реалити у нас, правильно? Чечня и Россия. Ты говоришь невыгодные вещи для Рашки. Я, да, не то, что невыгодные, смертельно опасные для них я вещи говорю. Смертельно опасные. Жора Майер, я получил уведомление. Да, Жор, некоторые получают уведомления, но некоторые не получают. И для того, чтобы, вот я в прошлый раз провел стрим в 8 часов, да, по-моему, у меня он был, и тогда возникли проблемы. Теперь я буду все время в 9 часов проводить стрим, чтобы не было проблем никаких. Ну, по крайней мере, чтобы люди были готовы. Тем более, сейчас мы на карантине, все дома, будем смотреть, будем смотреть эфиры мои. Такс. Магомед Бадиев, ассаламу алейкум, ассалам. Все ровно слышу отлично. Ва алейкум салам, Мухаммад.
Аслан, ты обманщик, сказал, что по понедельникам, средам и пятницам стримы, а сегодня вторник. Да? Понятно. Значит, ты обманщик. Значит, ты обманщик. Но сегодня понедельник. Я только сегодня получил, говорит, уведомление, имеется в виду, Адам Грузинский говорит. А так не получал. Вопрос, что с реалити? Я про студию. Ну, в студию идет ремонт, переместились в эту комнату. Все исправим, все исправим. Хевис, у меня тут вторник. Вот оно в чем дело, Хевис. Ты в Америке, наверное, или где-нибудь в Австралии, или где-нибудь... Так, если вторник, ты где-нибудь, наверное, или на Камчатке, или в Японии должен быть. Тогда, да, тогда я признаю, виноват. Но я имел в виду по тому месту, где я нахожусь. Так, Байсангур Чеченский. Есть вопрос. До этого на всех каналах телевизоров кричали о терроризме. Вопрос, кто знает, куда они делись. В тумане растворились. Чеченский след. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Да, Байсангур Чеченский, абсолютно с тобой согласен. Если вы заметили, исламский терроризм, так называемый, исчез. Нету исламского терроризма. Теперь появился коронавирус и все, и больше никаких других страхов нет. Но я очень надеюсь, рассчитываю на то, что наконец мир проснется, мир наконец задумается. Да? К сожалению, я могу вещать только на русском языке, и было бы хорошо, если бы наши молодые ребята, кто владеет иностранными языками, начали вещать на иностранных языках. В первую очередь, конечно же, это английский, французский, немецкий, вот такие языки, было бы очень хорошо. Мы должны донести всему миру, что террористы находятся в Кремле и на Лубянке. Это самые большие террористы. И они этим гордятся, самое главное. Им это нравится, что они террористы, им нравится, что их боятся некоторые, и им нравится убивать. Они это делают сознанием, массово и на протяжении уже века. Да, с 17 года как начали они убивать, хотя до этого русские убивали и раньше, но вот эти КГБшники, последователи Феликса, убивают нас уже на протяжении уже более 100 лет. Мы сегодня обсудим, конечно, путинскую реформу, обсудим разные другие моменты, поотвечаю, как обычно, на ваши вопросы. И будем бить их словом. Именно то, что они не любят. Именно то, чего они боятся больше всего. Так что, господа хорошие и дамы хорошие, приступим. Сегодня 30 марта 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, правозащитник, город Гамбург, Германия. Прекрасная загнивающая Европа. Так. Давайте еще поотвечаем на ваши приветствия. Иса Алиев, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Иса, маршой. Адам Грузинский, Аслан, видел стрим Саши Сотника с каким-то челом, где в открытую обсуждается вопрос взрыва домов Путиным. Кто же это был, этот чел? Сотника я почти все смотрю, но не знаю, не могу сказать, видел я или нет. Так, Рамазан Магомедов. В Дагестане международные поездки закрыты. Наконец-то додумались перекрыть. Карантин сейчас необходим. Никакой паники, ничего нас не должно беспокоить. Все должно быть предельно хладнокровно, ничего страшного. Жизнь — это такая вещь, откуда никто живым еще не выбирался. Все умрем, как говорится, успокою вас. Но, конечно же, мы должны делать причины и всячески пробовать делать так, чтобы не заразиться и не заразить наших близких. В первую очередь это наши старшие, это наши родители, наши дедушки, бабушки и люди со слабым иммунитетом. Так что все будет, как говорится, Ичкерия.
Так. Социал С появился. Ассаламу алейкум. Хауми телефон чаусарвай. Ва алейкум салам. Социал С. Машвой. Михаил Барсук. Всем добрый вечер. Приветствую, Михаил. Доброго вам тоже вечера. Так, чеченский след. Вопрос по рязанскому сахару. Чекисты заявили, что это были учения, а также заявили, что для этих учений был куплен охотничий патрон. Зачем на учения боевой патрон? Хороший вопрос, чеченский след. Хороший вопрос. Да, ну конечно, когда лепится дело, да, когда фабрикуется какая-нибудь там инсинуация, да, как вот недавно мы помним, знаете, такой был мультфильм в моем детстве, я помню, смотрел про шведского сказочного мальчика. Когда ты врешь, у тебя много несостыковок бывает. И у ГБ тоже, ГБ это далеко не отличники, далеко ГБники, ФСБшники, они абсолютно не отличники. Да, у них есть, конечно, хорошие кадры, но в принципе уровень их оставляет желать лучшего. Или вообще не желает он. На этом уровне нормально, в принципе, их уровень. Я как-то защищал некоторых ребят, и один из них мне парень рассказывал. Они, не буду, чтобы не поняли, о ком конкретно речь, детали рассказывать, но скажу вкратце, коротко как-то попробую выразить. Короче говоря, вот этот маджахед, который был очень образованный парень, очень образованный, в совершенстве говорил на английском языке, занимался разными такими финансовыми делами, и он был партизаном нашим, защитником нашей страны. И он думал, что ФСБшники, они просто там все контролируют, они такие спецы. И он говорит, когда нас задержали, задержали их, потому что был стукач среди них. Самый верующий из них, самый сильный, голову не поднимающий с намаза, это их такая шифровка, чтобы ты, даже если ты увидишь стопроцентную измену, предательство, ты засомневался, но он же такой верующий. И поэтому они очень показушно верующие. Вот так они попались, их задержали. И вот он говорит, когда потом материалами дела мы знакомились, он читал и говорил, если бы я знал, какие они тупые, говорит, я бы так сильно меры предосторожности не соблюдал бы, говорит. Поэтому они на самом деле троечники и иногда двоечники. Грамотность и они это разные вещи. То же самое происходит и вот с рязанским сахаром, который был. Рязанский сахар, так называемые рязанские учения с рязанским сахаром, там несостыковок очень много. Начиная от этого патрона, про который ты сейчас сказал, там все. Когда ты лепишь, да, врать, явилась истина, изгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Ложь, она раскрывается рано или поздно. А если ты начинаешь еще конкретно знать, что тебя обманывают, да, то тогда ты видишь многие вещи. Да. Одно дело, когда ты слепо веришь, тебя обманывают, и ты доверяешь человеку или там какой-нибудь информации, то это одно. Но когда ты знаешь, что тебе врут, то это уже не ложь, это уже тебя развлекают. Так что я смотрю некоторые вещи и получаю массу удовольствия. Прошу, присоединяйтесь. Так вот, по поводу этого, Нильс, по-моему, звали, помните, шведский сказочник был такой, мальчик, который с гусями летал. Вот, короче говоря, вот такие эти гибнюки. Но давайте о серьезном. Давайте о серьезном. Так, пойдемте сперва по вашим вопросам. Давайте сразу напомним, Социал С, еще раз тебе благодарность, Баркал. Социал С, и я вам напоминаю, добро пожаловать в наш чат и на наш канал. Не забывайте о конфиденциальности своих данных.
соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Reality. С учетом того, что мой канал постоянно находится под хакерской атакой, прошу вас не выкладывать здесь в первую очередь информацию, которая может вас идентифицировать каким-либо образом. И во-вторых, прошу распространять информацию об этом канале. Как можно больше должно людей увидеть о том, о чем мы тут говорим. И, соответственно, это будет гвоздик, крышку гроба фашистского ГБшного режима, который мы обязательно, иншаллах, обязательно забьем так, что никогда эта гадина больше из-под земли не вылезет, когда мы ее закопаем. Так, к нам пришел Хамзат Гилаев. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Чечня не Россия. Вирусу настроение, жлобничок, терду небо. Говорит, вирус сбавил настроение некоторых людей. Да, конечно, это немного, скажем так, навевает грусть, но мы ни в коем случае не должны поддаваться ни на какую грусть. Мы должны понимать, что ничего страшного не произойдет, если мы будем соблюдать меры предосторожности. Более того, этим вирусом, да, смотрите, я считаю, это мое личное мнение, и многие меня поддерживают в этом, я считаю, что это биологическая, бактериологическая атака, организованная гибнюками, в первую очередь террористом Путиным, Патрушевым и другими бандитами, Ивановым, бывшим министром обороны фашистской России, вернее, как его называл Дудаев, министром нападения. Так вот, я считаю, что это развязывание нападения на мир и начало Третьей мировой войны. Без преувеличения, я более чем уверен в этом. На это есть много оснований, чтобы я так считал. Я в прошлом стриме приводил кое-какие факты по этому поводу. Сегодня мы их тоже будем приводить, тоже будем обсуждать. И я считаю, что когда они совершают какое-то действие, да, для того, чтобы, знаете, они преследуют никогда гибня, ну и вообще умные люди, а государство, можно сказать, это умный человек, это много умных людей, они преследуют одну цель, всегда преследуется 1, 2, 3, 4, сколько угодно целей, да, сразу преследуется. И вот сегодня нас загоняют в дома, и это необходимо на самом деле, но это выгодно Гибне, Кадырову, Путину и вот этим остальным бандитам и преступникам. Это выгодно. Но мы должны понимать, что как бы это не было выгодно вот этой Гибне, как бы не было это выгодно Кадырову, мы в первую очередь должны думать о безопасности своих близких, о своих родных. Большая часть, да, если это кого-то успокоит, хотя я думаю, больше, чем о себе должны думать о своих родителях, о наших старших, большая часть людей даже не почувствует этот вирус, коронавирус. Ну, может, не то, что вообще не почувствует, может быть, будет легкое недомогание, повышенная немного температура, кашель и все. И человек, в принципе, с этим справляется. По большей части с этим не справляются люди, которые уже постарше, и они гибнут. Или там получают последствия от этой болезни, скажем так. Поэтому волноваться не надо, наоборот, надо сделать так, чтобы вот человек, который уходит за едой, кто контактирует с людьми, он как можно больше оградил. Слава Богу, в населенных пунктах, не в городах, а в местах, где частные дома, там есть место прогуляться, выйти во двор, там в огород выйти, так, можно выйти и переждать это время. Слава Богу, есть интернет,
есть телефоны, да, чтобы можно было связываться. Я говорил и раньше, и сейчас говорю, на пятничную мечеть, молитву не ходить пока, на похороны не ходить, ни женщины, ни мужчины. Мы должны понять, да, это сейчас трудно, но постараться как можно больше, не контактировать. Это очень важно. Очень важно в душе. Но ни в коем случае никакой паники и не надо расстраиваться. Все будет ичкерия, да, мула. Так, давайте я чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы. Так. Так, это был Валерий Соловей, говорит. Это ты имеешь в виду Валерий Соловей, который общался с Сотником. Но, что сказать, молодец, Сотник. Этот вопрос самый главный, один из главных. Я его давно поднимаю, но русские его не поднимают. Вот Александр Сотник о нем говорит, есть русские, которые об этом говорят, но по большей части русские боятся об этом говорить. И вообще русским я так сколько общался, им все равно. Честно, да, признаемся честно, русским все равно. Убивают русских, им все равно, убивают чеченцев, им все равно. Просто все равно. Вот такой народ. Атомизирован, разобщен. Большому нашему чеченцам, к сожалению, это факт. И русские не способны организоваться. Не способны. Я не верю, что русские смогут самоорганизоваться. Только дроны, только внешнее воздействие, только так можно спасти русский народ, который, в принципе, на грани уничтожения. И вот этот вирус, который, да, Путин преследует, начал говорить об этом, не одну цель, запугать Запад, да, как любой террорист, Путин сперва совершает действие, потом сразу предлагает, выдвигает условия. Так вот, он на G20 недавно выдвигал сразу снять санкции, давайте это гуманитарное дело. Скотина ты, Путин, ты самая настоящая тварь конченая. О каком гуманитарном, о жизнях людей ты говоришь? Скотина ты самая настоящая. О чем ты вообще говоришь? Ты и гуманность это две разные вещи. Ты столько людей убил. Ты убил своих русских в 99 году, чтобы захватить эту власть. Взорвав дома в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. И в Рязани твоих ФСБшников, патрушевских твоих, задержали. О какой гуманности ты можешь говорить? И сейчас Путин и его банда, Патрушев и другие его террористы, Шойгу, Иванов, Бортников и другие террористы, которые или должны это остановить, если они с ним не заодно, или должны нести наравне с ним ответственность. Сейчас ваши русские старики и старушки, бабушки, пенсионеры будут гибнуть. Здесь в Европе гибнет огромное количество людей. Огромное количество людей. И это при том, что здесь есть солидарность, здесь есть дисциплина, здесь есть медицина, самая лучшая в мире, которой нет у вас в России. Ваши самые богатые люди приезжают сюда лечиться, потому что там лечиться, от себя гробить, угробить. Так вот, цель уничтожить ваших стариков. В 99 году он убил 307 русских, женщин, детей, мужчин, стариков, бабулек. 307. Вы даже не вякнули, за исключением некоторых русских, которым нужно памятник ставить при жизни. Остальная большая масса людей, вы просто схавали это, как говорится, просто проглотили, утерлись просто. Вам сказали это чеченцы, пошли с радостью убивать чеченских женщин и детей. Теперь будут умирать ваши бабушки и дедушки.
ваши самые незащищенные, самые слабые в физическом смысле этого слова. И вы это тоже проглотите. Но когда умрут эти пенсионеры, пенсионная реформа, когда до 65 Путин лет поднял этот возраст, эти все деньги достанутся Путину, бюджет. Он вам их не раздаст молодым, если вы рассчитываете. Да, он вам сейчас копеечку кинет, потому что он рассчитывает, что от пенсионного фонда то, что нужно раздать, это все останется. Погибнут миллионы людей, если Путин не применит свою вакцину, которая наверняка имеется, так как биологическое, бактериологическое оружие не применяется, если нет вакцины. Потому что это равносильно самоубийству. Если моя версия верна, и Путин и его банда применили биологическое оружие, то у них имеется вакцина. Без вакцины они бы не начали бы свою работу. Так вот, если эта вакцина имеется, и она не будет сейчас же, сиюминутно Путиным пущена в ход, и люди не будут спасены, то это делается для того, чтобы как можно больше людей погибло, как тут на Западе и в мире, так и в России. И эти деньги, которые останутся от этих пенсионеров, которые всю свою жизнь работали и должны были получить эти деньги, это триллионы денег. Эти деньги будут для того, чтобы содержать свою армию, свою вот эту Росгвардию, ну и так далее. То есть сохранить свой режим как можно дольше, потому что Путин собирается еще жить и жить. Поэтому, русские, дело за вами, что вы будете делать. А чеченцев я хотел бы предупредить, постарайтесь соблюдать все правила. У меня тут на канале я скинул ссылку на медицинские симптомы, какие являются, как защищаться, ссылку на сайт Министерства здравоохранения. И, пожалуйста, соблюдайте все правила, постараемся выжить назло врагам. Наша задача просто выжить. И эта змея, этот скорпион уже сам себя жалит. И никто ему не простит. И то, что мы догадываемся, то, что в ноябре 2019 года была вспышка пневмонии в нескольких регионах России, и потом она тихо затухла. С чем это связано? Что случилось? Непонятно. Но она перестала. Значит, применили вакцину. Проверили, все, люди выживают. Значит, можно действовать дальше. Запустили в Китае, если ее там запускали, и потом запустили в Америке. Самое большое количество на сегодняшний день зараженных – Америка. Значит, идет удар на Америку. Сегодня я буквально читал одного путинского пособника, и я бы хотел бы его тоже вам, часть процитировать из его. Кирилл Дмитриев есть такой пособник Путина, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Кирилл Дмитриев, я вот все зачитывать не буду, зачитаю тут в конце. Вот он тут заявляет. Так. Одну минуточку.
Ну, короче говоря, тут он заявляет, что нужно всем объединиться, что вот сейчас у них самая лучшая лаборатория. Никогда не было никакой фармацевтики в России в последние особенно годы, она развалилась, то, что было. И тут у них самая лучшая фармацевтика появилась. Не может быть. И он тут заявляет, мы обязательно... Так, сейчас, чтобы точно процитировать. Так, уверен, что принимаются правильные меры, он говорит, которые помогают экономике двигаться вперед. Считаем, что Россия сможет пройти эти испытания лучше, чем многие другие страны. Вот, внимание, нет никакого сомнения, что коронавирус будет побежден. И Россия сыграет в этом одну из ключевых ролей. В России одна из лучших практик в мире по разработке вакцин. Как мы знаем, примерно для 80% людей вирус не представляет опасности. И он тут же успокаивает. Да? Вот вы смотрите, как уверенно человек заявляет на таком посту. Откуда такая уверенность? Далее, я вам в прошлом стриме говорил, тот же небезызвестный Валерий Соловей заявил, что будет изобретена вакцина. Здесь говорят, что вакцина ищется, что она на ней работает, здесь в Европе об этом говорят. Но для того, чтобы ее запустить, нужно полгода, год время, потому что она должна пройти испытания, даже в ускоренных экстренных случаях, это может занять там полгода и более времени после испытаний. И тут Валерий Соловей на голубом глазу спокойно заявляет, да, вакцина, мы ее вот изобретем, и все будет отлично. И о чем это говорит? Это говорит о том, что они знают, что у них есть вакцина. И мы увидим, если русские будут те, кто изобрел эту вакцину, то можно сразу смело утверждать, что это является стопроцентным доказательством того, что именно от Кремля, от русских идет атака. По некоторым данным, по данным министра здравоохранения Соединенных Штатов Америки, в Америке погибнет около 100 тысяч людей, он говорит. Ну, я думаю, при 330-миллионном населении Соединенных Штатов это очень заниженная цифра, если не будет применена вакцина в срочном порядке. И я думаю, там людей пытаются успокоить. Но это объявление войны, это нападение. Но ни Запад, ни Соединенные Штаты Америки не слышали то, что мы говорили. Мы, имеется в виду наши руководители нашей страны, начиная от Джохара Дудаева и заканчивая Ахмедом Закаевым. Нас не слышат, делают вид, что все отлично. Даже когда в Лондоне применили полоний, сделали вид, что такой эксцесс. Когда Польша, руководство всей Польши было уничтожено, ну и что уничтожили? У нас же нет доказательств. Да? Но это же смешно. Тут презумпция невиновности по отношению к террористам и уже запатентованным убийствам, она не может априори действовать. Это, как так? Как так? Вот к чему мы пришли? Дудаев предупреждал, что до невероятных масштабов разрастется. Уже разрослось. И будет разрастаться. И этих бандитов и ублюдков нужно останавливать. Если их не остановить сейчас, если начать с ними разговаривать, сейчас они будут торговать своими вот этими вакцинами, предлагать свои услуги и так далее, то без сомнения это дойдет еще дальше. Единственный выход для Соединенных Штатов, для всего человечества, спасение человечества, это великолепные американские дроны, которые могут спасти человечество. Это дрон-правозащитник, который спасает и защищает права людей. Без этого другого варианта просто нет. Давайте перейдем дальше, будем отвечать на ваши вопросы и обсудим еще много интересных тем.
Чеченский след. Так, Евгений 999. Добрый вечер Аслану и всем, кто отбывает срок на карантине. Добрый вечер, Евгений. Чеченский след. Во Франции от коронавируса умерла девушка 16 лет. Да, умирают и молодые тоже, без сомнения. Может быть, у нее была какая-нибудь скрытая болезнь. Может быть, форма была так запущена. Болезнь была так запущена. По одному случаю сказать нельзя, но чаще всего по статистике гибнет старшее поколение людей. Чего не хотелось бы, да, чтобы это происходило. Так, пойдемте дальше. Аслан, нашими продажными по поручению Кремля ведется дезинформация по героизации некого Баталова, работника ОРБ-2, который якобы задержал Буданова. Да, я слышал про этого человека, его, по-моему, убили, этого Баталова, да, позже. Но он был как бы одним из тех, кто задержал Буданова. Да, я слышал историю, но он там далеко не герой, как я слышал. Так, имеется в виду этот Баталов, если его фамилия Баталов была, я просто не помню. Так, Михаил Барсук, Аслан, пошли в Россию 2 вагона чеснока и боярышника. Обойдутся, Барсук. Михаил, обойдутся они. Рамазан Магомедов, ага, в Сирии тоже у них учение. Да, в Сирии тоже учатся. Так, Рамазан Магомедов, 1 лимон по 100 рублей продают. Это безумие, люди страх потеряли. Рамазан, имеешь в виду лимон, лимон, да? Понятно. Цены накручивают, значит. Здесь наоборот, здесь цены не поднимаются. Вот смотрите, как низко мы пали. Это просто позорище. Позорище. Мы себя ведем как россияне. Цены взвинчивают. Как здесь, в Европе, здесь просто люди очень сильно сопереживают друг другу. А мы поднимаем цены. Просто стыдно. Россиянцами становимся. Так, Рамазан Ильясович, ассаламу алейкум всем, чтобы ты мог посоветовать как адвокат дикому десантнику. Жалко его и его семью тоже. Ва алейкум салам, Рамазан Ильясович. Жалко дикого десантника, но мне дикого десантника меньше всего, извиняюсь за честность, да, приходится в наше время извиняться за честность. И мне его меньше всего жалко по сравнению с тем, что творят с другими людьми. И этот дикий десантник тоже творил бы, наверное, а может быть и творил, если бы ему отдали приказ над дагестанцами, которые хотели жить отдельно от России и там, как-то жить, как они хотят, да, а не под пятой русских оккупантов. Что бы я ему посоветовал? Я и ему, и всем посоветовал бы писать жалобы, выходить на международный... сейчас международный уровень, международные инстанции, это уже они не будут скоро иметь никакой силы, да и в принципе и так Россия игнорирует решение Европейского суда. Я бы посоветовал ему писать просто, писать и писать, днем и ночью, каждый день одни и те же письма, чуть-чуть переделывать и в разные инстанции. В день я вот любому, кто сидит, не только дикому десантнику, любому, кто сидит, я советую каждый день 10 писем писать. Это трудно. Но если вы напишете неделю, 2 недели, 3 недели, по 10 писем, потом вам станет легко. Да, на компьютере писать легче, можно сохранять там и так далее, от руки писать тяжелее. Но 10 писем в разные инстанции каждый день. Это единственное, заваливать их письмами. Это я увидел единственный способ защищаться. Да, отписки идут, никакого толка от этого нет. Но если вы долбите днем и ночью, нужно долбить, нужно в дверь стучать, пока этот палец не пробьет эту дверь. Вот
что я могу посоветовать на сегодняшний день дикому десантнику и всем остальным. Дикий десантник вышел на этот путь, как я понял, одновременно с тот период времени, когда русских террористов из Вагнера уничтожили американцы. Вот тогда он вышел. Видимо, у него там кто-то погиб. Я так для себя сделал вывод, я могу ошибаться. И тогда он начал рьяно против Путина выступать и так далее, и так далее. Если бы этот человек свою вот эту смелость, не побоюсь признаться в этом, да, этот человек очень смело повел себя, получил свой срок, если бы этот человек немного раньше, немного по-другому себя повел бы, я бы относился бы к нему еще, и сейчас я к нему отношусь с уважением. Хотя, конечно же, я его не ставлю на уровень тех, кто не служил этой террористической стране, которая убивала мой народ, которая устраивала геноцид, бойню моему народу. Ну, при всем при этом я признаю, этот парень смелый. Так, пойдемте дальше. Магомед Бади, Асан, судя по обстановке в России, это начало конца. Как ты думаешь? Салам Ашал, из Ингушетии. Ва алейкум салам, Девер салам Ашал, ой, Мухаммад. Да, я так думаю, я абсолютно уверен, и мои убеждения, моя уверенность была подкреплена Ахмедом Закаевым, он у себя в Фейсбуке вывесил пост, где сказал, что 2-3 года, и мы ту Россию, которую мы сегодня видим, мы ее уже больше не увидим. Но, опять же, крыса, загнанная в угол, да, в лице Путина, Патрушева, Иванова, Здановича, Коха, который сюда сбежал, который не уйдет от ответственности, и других мерзавцев, они, конечно же, будут огрызаться. И как мы видим, огрызаться они будут биологическим, бактериологическим оружием. И для них не проблема убивать людей. Главное, чтобы их не обвинили. Но я очень надеюсь на то, что Путин будет в суде в Гааге, или же дрон, прекрасный, великолепнейший американский дрон сделает свою прекрасную работу, за что я поставлю памятник его в центре города Джохара, когда мы деоккупируемся. Я думаю, 2-3 года, сказал Ахмед Закаев, и я приблизительно думаю такой период. Но может чуть-чуть растянуться, может произойти намного быстрее. В любой момент все может измениться. Но мы должны готовиться. 2-3 года это такой оптимальный срок. Может, чуть выйдем за эти сроки. А мне, если честно, мне все равно. Еще 20 лет я готов противостоять словом вот этим преступникам. Даже будет скучновато, если получим независимость. Но я буду заниматься адвокатской деятельностью. Да, мула. Так, Хехас, дай Бог, чтобы Рашка развалилась и Путин с предателями сдохли. Дай Бог. Хамзат Гилай, Асан, рубайте рейз Мэйсон, Хошайл, номер Хитсан, Налован, Богш, Комич, Ишер Эстин, Салам Деларес. Ва алейкум салам, Хамзат Гилай, ва алейкум салам. Да, рубайте, я номер сменил по техническим причинам. Могу свой номер вам здесь под этим видео разместить, WhatsApp-овский свой номер, который вы сможете, все, кто хочет. Я просто уже, у меня очень много, кому я не оставил этот номер, и я под этим видео размещу свой WhatsApp номер. И я ребята написал своего нового номера. Я просто не успеваю всем отвечать. Если честно, у меня есть много номеров, я даже не знаю, кто эти люди, которые мне пишут, и поэтому я не знал, кому ответить. Вообще, я думал, мне объяснили так: если ты меняешь номер в WhatsApp, его нужно было поменять по техническим причинам, потому что я мог, там, что-то могло случиться, и мне нужно было его поменять. И мне сказали, что когда ты поменяешь номер, все мои абоненты
получат этот номер, что вот этот номер сменил, ну, этот. Оказывается, это не так. Меняется только если я в группе состою с кем-то. А так лично каждому он не отсылается. А их так много, что я просто не успел. Основным некоторым, даже не основным, многим, кому надо было, я даже еще не отправил. Поэтому под этим видео рубайте, ты уже мой номер знаешь, и все, кто мне хочет писать, все, кто хочет со мной общаться, я под этим видео размещу свой новый номер WhatsApp, который всегда будет, который будет на мое имя и всегда будет в рабочем состоянии. Все. А рубайте, она резать, она не ругалась, у нее такая манера дать заметить себя, да, здравствуйте, заявить о себе. Так, он социальный шведский сказочник. Да, мези, шведский сказочник. Ой, звук, плохой звук говорит. Ребят, скажите, звук плохой? Так, Рамзан Дуда, ассаламу алейкум, Саваш. Аснат, скажи, какой результат встречи 7 марта и к чему вы пришли? 7 марта ты, наверное, Рамзан, имеешь в виду то, что было у нас в Берлине. Ну, мне понравилась встреча, мы вспоминали Аслана Масхадова, были люди, которые рассказывали о его жизни, о его героизме, о его смелости. Очень было полезно, плодотворно. Туда были приглашены все, кто хотел объединения. Я не увидел тех, кто хотел там объединяться. Была организация Барт Маршо, которая как бы заявляла о том, что хочет Барт Маршо, но Барт Маршо я не видел там, чтобы там кто-то хотел Барт Маршо. Там не было и Ахьядова, Аяда Идигова, точнее, не было Сараляпова. Были представители от Барт Маршо, которые как бы должны были организовать, ну, Барт. Но я увидел, что они пообщались, Закай проявил предельно корректность, уважение к этим людям. Мне понравилось, как себя вел Закай. Результат, ну, нас там собралось более 200 человек, больше даже. Только мест было, когда я зашел, я посчитал около 200. Потом люди стояли вдоль стены, вокруг. В коридоре стояли, было очень много охраны, молодых ребят. Но это очень хорошо, выступили, хорошо поговорили. Ну, все супер, все отлично просто. Мне все понравилось. Все понравилось. Я думаю, все будет Ичкерия, да, Аллах. Так, Адам Грузинский. Аслан, ты допускаешь факт, что Путин держит вакцину от вируса как козырь для своего обнуленного и вечного правления, типа спаситель? Один спаситель был в 99-м, когда чеченов в сортире мочил. Ну, скажем так, если вакцину он достанет, ее же надо не одному человеку уколоть, ее надо раздать. Ее нужно много произвести и всем уколоть эту вакцину. То ну, смысл ее держать нет. Но он, конечно, вот как мы читали сейчас вот этого пособника Путина, они, может быть, под конец там скажут, а вот у нас есть, мы вот спасаем, вот давайте вы будете к нам приезжать, ну что-то, или знаете, как сейчас в Италию они повезли эти 15 грузовиков, они приехали и начнут вкалывать сейчас. И, ну, пока рано, конечно, об этом говорить, но я считаю, что, вероятно, вакцина есть. Потому что если запустили вирус русский, то без вакцины его запускать нельзя было категорически. Но там посмотрим. Пока рано об этом говорить. Как он будет себя вести, у него свои эти штучки будет торговать. Байсангур чеченский. В Чечне за отсутствие масок и перчаток бьют пластиковыми
водяными трубами. Дел гылак дуэльшу. Кадыров дел гылак уэйло. Дел гылак дуэльшу шадырша. Цен дох дел что. И турбшият что. Сида веш, ночи хам уахта да веш что. Бюхум шушу, дела юльшум шушу, дел гылак дуэльшу шадырша. Я хотел бы показать видео, как раз затронули вот этих преступников во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, где он на чеченском языке говорит, я вам переведу, чтобы было видно, что этот мерзавец именно тот, о котором мы говорим. Я вам сейчас сделаю звук и продемонстрирую видео. И для нечеченцев переведу. Задерживает, находит самый неприятный последствия из этого, и за нее метк заброшен метк Карина, и что долго задерживать, находить самые такие места, то есть, смотрите, он говорит, находить самые места, найдите заброшенные места, где холодно, закрыть его на замок, чтобы там было холодно, и чтобы не было ему еды там, и чтобы он там находился. Вот это говорит глава временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, установленный русскими террористами. Смотрите сюда, подонки, кого вы нам поставили. Вы вот этого человека, этот человек за карантин призывает убивать людей, кто выйдет, нарушит карантин. И сейчас он говорит, внимание, чеченцы поймут, о чем речь. Находите заброшенные места, нет тюрем. У каждого командира, в каждой части, в каждом районном отделении есть свои личные тюрьмы. Нам русские террористы по телевизору рассказывали, что мы тут берем заложники и так далее. Вот эти люди были, которые брали заложников. Вот эти люди убивали, уничтожали чеченский народ и репутацию чеченского народа. И теперь вот эти люди, он открыто, это глава, российский глава заявляет, чтобы вы сдохли все вместе с ним. Смотрите, что он заявляет. Чтобы не было еды, чтобы было холодно, закройте его, заброшенное место его, говорит, накажите. Дальше слушайте. Глава говорит, это я сообщаю еще немцам и другим здесь, и французам, всем остальным. Сообщаю тем, кто выдает отсюда беженцев в Чечню, говорит, там соблюдают права человека. Вот смотрите, какие права человека соблюдают. Я этот ролик переведу на все языки, на английский, на немецкий, на французский, и буду распространять этот ролик. Вот смотрите. Оставьте его. Зная все, вышел народ и спокойно ходит. Даже яму закопать, бросить его, пусть там он умирает. Слышали? Слышали? Это глава говорит, ваш русский глава говорит, надо вырыть яму, забросить его в эту яму, и пускай он там умирает. Заболевшего коронавирусом человека, этот человек, или зараженного коронавирусом, просто забросьте и пускай умирает. Может даже он не поясняет, заболевшего или нет. Поймали в яму его. Вот какая страна построена русскими террористами. Вот о чем мы говорим. Вы можете нам миллиардами тратить деньги на пропаганду и рассказывать, какую хорошую, прекрасную вы республику построили. И вот эти люди, и нас вы не обманете, и эти люди будут вот так к нам относиться. Я призываю всех чеченцев, я этот ролик переведу, выложу везде. Я призываю всех чеченцев, показывайте судам, своим адвокатам, что говорит вот этот преступник, этот бандит, этот недочеловек, который сам будет когда-нибудь сидеть в тюрьме, но только он будет сидеть в комфортабельной тюрьме. Отцел биомухиду адам, ахирвария чутва. Хирвария чуа. Хо кюрде то хирдария кирва. Бюхум умерил. Так, пойдемте дальше.
Вот что делают. Они избивают палками, и это демонстрируют. Они нас так запугивают. Они показывают всему миру, что вот нас надо палками так загонять. Да лылак дольше. Да лылак дольше. Бех мобильсун. И тогда иги чуть одогдать ворсуа. Так, Бяхмобиль. Так, давайте перейдем дальше к вашим вопросам. Так, Хевас, Асана, скажи, пожалуйста, способна ли голодовка, устроенная чеченцем возле Гааги, повлиять на положение чеченцев и обратить на нас внимание? Хевас, я тебе скажу одно. Саид Амин очень много голодал, очень много проводил маршей, пеших маршей. Очень много потратил здоровья своего на то, чтобы... И у него оно богатырское, вот в прямом смысле слова, турпал мокшалюш, хилут, хинцау, Саид Амин. Саид Амин боксер, сейчас он каждое утро, когда мы были, не каждое утро, но он делал отжимания, боксировал, когда мы ходили, марши, будил нас там в 5, по-моему, утра, он каждое утро, или в 4 он вставал, отжимался, там, боксировал, Саид Ами, короче, делал. И Саид Ами внес огромный вклад. Принесет ли пользу то, что делает один Саид Ами? Это принесло пользу. Принесет ли, если это было бы 1000 человек, принесло бы это пользу? Конечно, принесло бы. Если бы 1000 человек, чеченцев, пришло бы на марш, 1000 человек объявили бы голодовку, это был бы результат. Один человек в поле воин, да, тем более такие как люди, как Саид Амин Ибрагимов, но, к большому сожалению, одного мало. В 2004 году Европарламент принял резолюцию, которая признавала депортацию 1944 года актом геноцида. И в этом заслуга была одного итальянского политика, который вместе с Саид Амином Ибрагимовым объявил голодовку, и вместе голодали. И был еще один узбек, по-моему, который с ним был. Узбек погиб на 16-й день голодовки, он погиб. Итальянец на 20-й день в реанимацию был забран скорой, и его спасли. Саид Амин 62 дня провел, или 42 дня, могу ошибаться, провел в голодовке, абсолютно ничего не кушая. И благодаря вот этой голодовке получилось то, что обратили внимание и признали депортацию чеченцев 1944 года актом геноцида. Приносит это пользу? Это приносит пользу. Мы должны правильно и упорно добиваться своих прав. Другого выбора у нас нет. С автоматом, с гранатометом мы можем. Но мы должны теперь и на юридическом поприще, на юридическом поле, на поле брани мы себя показали. Теперь на юридическом поле мы должны показать себя. Приносит пользу. Мы должны бороться. И будем бороться до Аллаха. Так, я перемотаю сообщение. Бяхмобиль. Мария Тринчук, это видео надо распространить. Да, Мария, я буду его распространять. Чечен Ньюс, Дилемханов Сабич Хирюшун. Дела Лула, Сабича Ханнер, Хуайва начал. Молодой бич. Так, Джахар Дудай появился. Так, Джахар Дудай, твоя версия верна, Асна, потому что Кафыров говорил, что коронавирус нам не страшен. Значит, у него была инфа, что это дело рук России, что у него есть вакцина. А потом через пару дней начал всех в карантин загонять.
наверное, ты имеешь в виду. Да, абсолютно верно, потому что он вообще выполняет приказы. Он ничего не знает. У человека 3 класса образования. Он ничего в своей жизни не знает. Вот сейчас он 20 лет уже у власти находится, и все равно он даже не понимает, что происходит. Иногда такую ересь может гнать. И сегодня ему важно нас поддерживать уровень страха. И именно этот коронавирус, пенсионная реформа, убивая пенсионеров, запугивание Запада, запугивание внутри страны, запугивание в нашей стране, Чеченской Республике Ичкерия. Это сейчас выгодно. И они будут по максимуму использовать этот момент. И, конечно же, им это выгодно. Да? Им это выгодно, и они, я думаю, это они. Но еще очень интересный момент. Кадырову, ладно, там, его маме, там, кому-нибудь, там, когда заболеет, вакцину они применят, там, у них своя каста, своя банда, свои новые дворяне. А что скажут простые вот эти менты, простые там ФСБшники, простые военные, которых родители заболеют этим коронавирусом, которые умрут эти родители, что они скажут? Как они дальше будут служить этому режиму? Мне вот что интересно. Кто вы будете после этого, когда ваши родители умрут от коронавируса и выяснится, что вакцина была у Путина, и они сейчас все, видимо, уже укололись или уколятся, если заболеют, и потом выяснится, что у них есть вакцина, а ваши родители уже умерли. Что тогда? Ахудош, а? Вы заключили сделку с дьяволом. Пока вы ее не расторгнете, вы находитесь на очень-очень скользкой и опасной дороге, как и мы, которые не заключили эту сделку. Но вы сейчас являетесь ее пособниками. Вы являетесь пособниками. Так, давайте дальше. Эд Мамедов, салам аслам. Салам, Эд, приветствую тебя. Мила Йович, я в шоке от академика. Мила, вы просто многого не знаете. Я думаю, вы не чеченка, да? Вы многого не знаете. Идет пропаганда, обманывает. И уже возникает даже абсолютно видящих своими глазами, что происходит. У людей возникает ощущение, ну а может со мной что-то не так, может мне днем и ночью по телевизору рассказывают, что как все цветет, как соблюдаются права людей там, и так далее, и так далее. Но одновременно мы видим дворцы Кадыровых, дворцы Путиных, Медведевых, и умирающих от голода бабушек, дедушек по всей России, как в Чечне там люди живут от своей этой пенсии до пенсии, еле-еле там, огород там где-то там как-то родственники помогают, выживают люди. И возникает вопрос, ну елки-палки, может со мной что-то не так, может я уже с ума сошел. И они создали параллельную реальность. И тратятся огромные средства на это, задействовано огромное количество людей. Более того, не только люди, которые понимают, что идет полная мистификация, полная инсинуация, создание параллельной реальности, люди, некоторые легко внушаемые, полезные идиоты, они искренне начинают верить в это и начинают способствовать этому. И это самый трудный контингент. Человек, который понимает, что он делает, это открытый враг. Это человек, который заслуживает наказания. А человек, которого используют, вот мне жалко этих людей. Именно вот из-за этого я здесь веду свою вот эту просветительскую деятельность. Чтобы этих людей стало как можно меньше. Хотя, как вы видите, благодарности от них не дождешься. Ну, хоть один. Я, знаете, что я ловлю на мысли. Я был противником Ахмеда Закаева. Я вообще, у меня с моим очень близким человеком были постоянные
споры на эту тему. Я говорил, Ахмед Закаев живет в Лондоне, Дока Умаров живет там в землянке, ему там тяжело и так далее, и так далее. И когда что-то говорили на Ахмеда Закаева там в интернете, я читал, писал, и сам я говорил, скажу так, ну, конечно, не без матов, без оскорблений, но постоянно претензии, какие я видел, и какие мне казалось, что они есть, я говорил. И теперь, когда я многое для себя открыл, многое понял, я не влезал в это далеко, глубоко, не изучал, пока не приехал в Европу и не стал этим заниматься. Я так для себя знакомился, читал, смотрел, и в близком кругу, может, я что-то мог сказать, но я не распространял своих видений далеко. И когда я сюда приехал, начал разбираться, я понял, где, как, что здесь происходит, где истина, где ложь. И я могу теперь со всей ответственностью заявить, что для Ахмеда Закаева я буду лучшим, наверное, я не стану, у него в жизни было много надежных, лучших друзей у него было. Я буду не хуже этих людей ему. Я со всей ответственностью могу это заявить. И я уверен, что теперь те люди, которые меня сейчас хаят, которые меня сейчас тут оскорбляют, если они искренни, как я был искренен в своем заблуждении, я уверен, что они станут моими друзьями. Когда-нибудь сейчас Ахмед Закаев, может, услышал эти слова от меня, своего противника. Настанет время, когда я услышу эти слова от людей, которые меня сейчас там пытаются на меня там что-то сказать, потому что они находятся в заблуждении. И вот этих людей хотелось бы вытянуть. Ну, а враг есть враг, открытый враг, там, скрытый, там есть, который религиозной риторикой нас дурят, там, и так далее, там, разные там обманы. Но это самое последнее, просто не хочу материться. Я бы назвал бы, я ему обязательно скажу, есть одна гнида, которую я при встрече все скажу. Так, давайте дальше к вашим вопросам. Так что все будет Ичкерия, да, мула. Еще минутку внимания, наш эфир 23 минуты осталось. Сегодня 30 марта. Сегодня можете поздравить моей маме, сегодня день рождения. Ей сегодня исполнилось 62 года. Она категорически против тем, что я занимаюсь. Она льет море слез по тому поводу, что я делаю. Но она не может меня остановить. И я бы хотел бы сказать тебе, мама, Дел рейс хуйно. Ни у кого нет такой мамы, какая есть у меня. Я так думаю. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Так, Иван Зинковский. Асана, у меня к вам такой вопрос. Читали вы интервью Темишева, наверное. Почему они противоречат некоторым вашим словам? Я не знаю, о каком интервью вы говорите. Темишева, я не знаю. Есть такой Темишев. Может, о нем вы говорите? И в чем противоречие, я не знаю. Так. Иван Зин, я лично знаю чеченца из Степа Гендернок. Когда я ему скинул интервью, он подтвердил, что так и было. Не знаю о чем. Мага Мухаммад. Аслан Джамбула Талати Ала Юсагу. Сумца Юсагу. Я не знаю. Так. Лунный свет. Кавказцы и украинцы никогда не терпели никаких царей и им подобных. И не потерпим. Иншаллах. Так, лунный свет. Иван, я украинец, так что мне надо знать. Так что мне надо знать?
Хамзат Гилаев, да, Духяюэль, вот, да, Духяюэль, мама, все тебе, если ты увидишь мое видео, я тебе его пришлю, посмотришь, тебя все поздравляют. Рамазан Ильясович, поздравляю, хорошего сына воспитала, мама, это тебе все. Так, он социал С, да, Духяюэль. Так, Чингисхан, для информации, в этом году Россия не будет праздновать 9 мая, День Победы. Да, День Победобесия. Да, Темишев, наверное, говорит. Иван Зиньковский. Я не знаю, Иван, о чем вы говорите, конкретно скажите, в чем противоречие. Так, еще раз, Унсоциалес, как обычно, напоминает. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных. Соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Так, Мила Йович, Аслан, вашей маме низкий поклон. Здоровья и пускай знает, что сын не подведет маму. Дай Бог, спасибо, Мила, спасибо большое. Покажу я обязательно это видео. Хамзат Гилаев, Аслан, те, кто об этом говорил, их всех Путин убил. Последний был убит Щекочихин. Он был заикой. Вот его убийством Путин дал россиянцам понять, что чтобы они даже не смели заикнуться о взрывах. Они струсили. Да, струсили. Но Щекочихин был, Головин такой был, Литвиненко был. Были несколько русских, которые пытались что-то сказать. Но где народ? Народ, где генералитет? Где генералы ФСБ? Ну, генералы ФСБ конченые мерзавцы. Где генералы военные? Ну где военные, которые родину должны защищать, которые должны защищать свою... Нет, им дали Чечню на откорм, они побежали кормиться, грабить, убивать они побежали. Подонки, это государство террорист, оно не должно существовать, понимаете? Они убивают сами себя, и им плевать. Это, я не знаю, что это за народ, ни один народ это не потерпел бы, ни один. В Африке где-нибудь самый большой... Самое далеко находящее от цивилизации, где-нибудь Папуа Новой Гвинеи, племя не позволило бы своему вождю убивать своих женщин и детей просто так. За него спросили, с него спросили. Русские не спросили. Позор. Позор. Виктор Полока. Нани, здоровья и долгих лет жизни. Поздравляю. Спасибо, Виктор, спасибо. Allah mokshmesh духя йол ханан Аслан. Амин я Rabbi. Деврейс хуль Адам. Жахар Дудаев. Закаев вел себя очень достойно, с уважением, машалла. Да, Закаев Ахмед вел себя очень достойно, всегда причем. Я потом только начал анализировать и признаю. Дел Йоэль Мокшмеш Духя Йоэль. Амин Дейрейс хуль Башлам. Ичкере Форео. Эхо? Да? Почему вы молчите, что эхо? Так. Ми-6. Аслан, как ты прокомментируешь обращение Арсаева о том, что ваххабиты враги Ичкерии? Я не согласен. Иван Зиньковский, Муса Темишев. Да, ну в чем противоречие? Я понял, что это о Темишеве говорите, но в чем противоречие? Ган Шёдер. Аслан, от души поздравляю твою маму и желаю того, чего пожелаю своей. Дейрейс хуль, Ган Шёдер, Дейрейс хуль. Так, Магомед Бадиев. Аслан, совладай с собой, эмоции тебе не идут. Наши враги этого ждут, подрыва твоего здоровья. Ты нужен многим людям. Да, Иман Соба Лоутон. Садок Була Догон от вечного российского беспредела. Дейрей свой Мухаммад. Дейрей свой. Ваймаш Долдуханца и сношен. Да, Мула. Ваймаш Душун. Пока не признал поражение, ты не проиграл. Мы уже свободны. Мы здесь, кто общаемся, мы уже свободные люди. И еще тысячи, которые посмотрят это. Несмотря на то, что нам мешают, несмотря на то, что нас убивают, запугивают, угрожают и так далее. Мы свободны. И они никогда нас не победят, потому что мы свободны.
Да, ну ладно, эмоциями буду постараюсь совладать, но нервы. Так, Ичкерия Форева. Опять не было уведомлений с твоего канала о стриме. Вот все говорят об уведомлениях. Надо будет как-нибудь... большая просьба. Всем, кому не пришло уведомление, под этим видео напишите, мне не пришло уведомление. Кого отписали, напишите, меня отписали. Поставили лайки, а потом лайк исчез. Я ставил лайк, убрать. Напишите эти комментарии. И я каждое видео буду вам об этом напоминать и буду очень вам признателен. Потому что я буду делать скриншоты и отправлять это в жалобе, чтобы люди видели, что это не мои выдумки, а что реально идет массированная атака на мой канал путинскими, ФСБшно-ГРУшными террористами и мерзавцами, на которые я плюю самой большой колокольни Гамбурга. Малика Джафарбек, Аллах, де алхир ханан, де рейсуй Малик, де рейсуй массунан ва бойвай, дал де ал, де рейсуй шун массана. Аде, дал де алир ханан, дал духи айолис, де рейсуй айде. Так. Аслан, ты посмотрел видеосылку, на которую скидывал в YouTube в сообществе твоем. Напомни, пожалуйста, Херас, о чем ты? Про коронавирус. По-моему, я смотрел какую-то твою ссылку. Вот сейчас могу просто ошибиться. Так, Харли Дудай, неудобный вопрос пропускать. Да, здесь появляются люди, которые никогда ничего не комментировали, потом раз появляется, что ты скажешь о Джамбулате, что ты скажешь об этом, и потом сказать об этом, и чтобы потом у меня начались какие-то там склоки с тем. У меня склоки только с фашистской Россией и ее спецслужбами. Больше у меня склоков, ну и с предателями, конечно же. Это вши с русского ватника. Я их даже не рассматриваю. Есть вши открытые, клопы, открытые, а есть скрытые. А то мне некоторые религиозные вот этой своей тематикой людей дурят. Знаете, я с вас смеюсь. Так, Евгений 999. Маме Аслана крепкого здоровья, добра и долгих лет, хорошего парня вырастила. Спасибо, Евгений, и вашей маме тоже. Если она у вас есть, всем мамам тоже. Асланбек, иногда твою не знаю, и с ней многозначительного объяснения. Но иногда должна быть загадка, Асланбек, Машова. Так, лунный свет, Зинковский, так что мне нужно знать об украинцах, ты наверняка русский. Так, тут. Так, чеченский след. Русским удобно, что это чеченский след виноват во взрывах. Да, удобно, но факт остается фактом. Ганшад Асан, от души поздравляю твою маму. Так, это уже было. Иван Динковский. Почему вы идеализируете Дудаева, когда что в интервью, что мой знакомый подтвердил, что при Дудаеве Москва выделяла деньги на пенсии и зарплаты, но люди этого не видели. Это наглая ложь вот этого Темишева, наглая ложь. И я с ним не буду вступать, если он мне начнет отвечать. Мне тут разные подкидывают людей, чтобы меня отвлекать от борьбы, от разоблачения русских террористов из ФСБ, администрации президента, так называемого главаря президента в кавычках, главаря России и ГРУ. И меня пытаются там куда-то тянуть. Темишев нагло врет. Джохар Дудаев был лучшим президентом в истории на постсоветском пространстве, достойнейшим человеком, высоких моральных качеств, честный, смелый, благородный. И также до конца вышел и прошел свой путь, как и подобает лидеру нации. А Темишев это так, вокруг там бегал, вокруг где-то возился, и теперь он пытается мертвого льва пнуть ногой. Ну, льву от этого не холодно, не жарко. Чингисхан. Европейские чеченцы – это будущее Чеченской республики Ичкерия.
Мы все чеченцы европейские. Чечня находится географически, это Европа. Уральские горы, как мы знаем, делят Европу и Азию. Мы находимся в Европе. Мы часть Европы. Так сложилось. Так, да, так будет. Иса Алиев, Аллах велик. Аллаху Акбар. Чеченский след. Асан, мои лайки пропадают на твоих видео. Чеченский след. Под этим видео я тебя прошу, напиши, пожалуйста, вот то, что у вас происходит. Пожалуйста, пишите. Пропадают лайки, это будет ваша помощь мне. Потому что когда я переписываюсь, я с ФБР переписываюсь, я с Ютубом переписываюсь. Я когда что-то пишу, сообщаю, что на меня идет вот такая хакерская атака, то мне говорят, ну предоставьте доказательства. А я по своей лени иногда, там, забывчивости, иногда не сделаю скриншот, где-то как потеряю, потом приходится искать. Мне нужна ваша помощь. Так, Джохар Дудаев, мои лайки тоже пропадают. Так, Хамзат Гилаев, мне не пришло уведомление. Владимир Абинович появился, добрый вечер, не успел. Шалом, Владимир, приветствую. Так. Аслан, вай мох паррат бачул, я сей ваш сан айдан марула руа с вором подписчик Хамзат Гилаев, иншаллах. Да, мула, саваш. Да, мула, вай кейс гудон, Хамзат, да, мула. Аллах, иди сядия, иди качита. Да, мула. Так, Денис Богданов Гайдуков, добрый вечер, доброй ночи, добрый, Денис, приветствую. Аде, при Дудаеве была сильная экономика, например, хлеб стоил 6 рублей, когда в Русне стоил 100, офшорная зона, экономический центр Кавказа был Грозный, а Темишев, чекист, ничего личного. Так, Тор появился. Аслан, чеченец с европейским мышлением мог бы стать президентом Чечни или его убьют? Как чеченцы его примут? Поздравляю вашу маму, спасибо ей, что патриота воспитал. Спасибо большое за поздравления. Знаете, чеченцы, они сами по себе демократы. Наша вся культура – это демократия. Принцип совещательности, принцип множества мнений, да, плюрализм мнений, он у нас всегда присутствовал. Мы не можем грубо со старшими разговаривать, потому что есть субординация, это тоже очень важно, чтобы соблюдались какие-то рамки. Но мы всегда можем любому человеку, какой бы высокопоставленный пост у него не был, какой бы он большой и важный не был, мы всегда можем смело, с открытым лицом сказать ему, мы с тобой не согласны, уважительно, если это уважительно. Не как там в России, например, происходит. Это раз. Мы всегда были. Наш первый президент Джохар Дудаев, он был абсолютно европейским мышлением человек, демократических взглядов человек. Аслан Масхадов 100% такой же был человек. Ахмед Закаев абсолютно 100% такой же человек. И да, этих людей убили. Ахмед Закаева несколько раз покушались, и сейчас он находится в очень опасном положении. И, конечно же, убьют при любой возможности, они его убьют. И его, и любого другого человека, который говорит такие вещи, как я. Потому что им это опасно. Им опасно, что нас признают и с нами, как с государством, начнут считаться. А это значит, будьте любезны, пройдите в Гаагу. Будьте любезны, ответьте на вопросы, связанные с геноцидом чеченского народа. А вот эта болтовня, там, мы там построим шариат, потому что мы там считаем, потому что там надо это именно им на руку. И тот, кто этого не понимает, его можно простить. Но тому, кто это объясняет, мы все чеченцы живем при шариате, мы мусульмане, мы любим шариат, мы уважаем шариат. Я родился в шариате, моя семья всегда жила при шариате, даже во время коммунистического безбожного этого строя, мы всегда жили при шариате. И нам рассказывают, ты за шариат или это, и все, и тебя начинают делить.
чтобы человек не задумывался, ах, он знает за шариат, если не хочешь шариат, ты значит, ты не мусульманин. Мы живем при шариате, и это не противоречит европейскому мышлению. Мы живой пример, чеченцы, как можно быть мусульманином и придерживаться цивилизованных, демократических ценностей на протяжении веков. Мы демократами были, когда феодализм был в России, феодализм был в Европе, когда рабство было в Америке и в Европе. У нас никогда не было никакого рабства. Мы были самым... У нас демократия, демократос, народа власти. Власть, когда народ решает, принимает решение народ. И вот этот принцип совещательности, демократия, основной принцип, у нас был 1000 лет назад. И нам сейчас хотят сказать, нет, вы какие, нет, вы тут... Нет, это не так. Дорогой Тор, мы абсолютно цивилизованные люди, по большей части. Конечно, у нас есть свои нехорошие люди. Конечно, у нас есть свои очень нехорошие люди. Но это маленький процент. С учетом того, что мы пережили геноцид, что сейчас наша страна находится в оккупации, а весь наш народ находится в заложниках у самой грязной страны на этой земле, у самого беспринципного врага. У нас есть уважительная причина быть сегодня вот в этом положении, что нас немного обнегоривают, и мы ведемся. И именно для этого я занимаюсь этим, отбросив все свои земные дела, как говорится. Я занимаюсь этим делом, чтобы донести и для вас то, не для чеченцев имеется в виду, что с нами можно иметь дело, что мы абсолютно, у нас есть хорошие и плохие, как и у вас, как у всех. Есть хорошие и плохие, мерзавцы, преступники, но у нас есть благороднейшие люди, академики от свободы, такие как Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и тысячи сынов и дочерей нашего народа, которым мы даем пример странам Балтии, Украине и другим людям. Мы показываем, мы берем от вас тоже, от разных народов примеры, но мы вам тоже даем пример. И мы вносим в развитие человечества, развитие рода людского, свой вклад в это. И мы имеем право на эту свободу. Жить так, как мы хотим жить, так, как мы считаем правильным жить, уважая соседей, уважая международное право, уважая общечеловеческие ценности, которые мы уважали всегда. Мы это не делаем, потому что сейчас нам это как-то нужно что-то. Нет, это наша суть чеченцев. Мы самые гуманные люди. У нас были, когда был Голодомор в Украине, мы приняли огромное количество, маленькая Чечня приняла огромное количество украинцев. Они до сих пор среди нас живут, они помнят свои корни. Некоторые обчеченились уже полностью, не некоторые, в основном все. У нас была деревня Остерах, Остерхой. Остерай – это Австрия. Австрийцы у нас жили. Мы их тоже приняли, как сейчас австрийцы приняли нас. Большая Австрия приняла большую группу чеченцев, и мы принимали. Мы всегда были гуманны, мы никогда никого не грабили, никого не убивали. И когда нам говорят, вы там нападали на казачьи станицы, так эти казачьи станицы, и угоняли скот, там убивали казаков и так далее, так эти казачьи станицы были на наших землях. Убив, захватив наши земли, посадив туда казаков, что русские ждали, что и империя русская ждала, что мы не будем на свои земли ходить, и не будем пытаться, если мы не можем захватить и удержать эту землю, то хотя бы напасть и там нанести какую-то диверсионную вылазку на свою землю. Как сейчас украинцы делают вылазку в Донецк, Луганск и так далее. Мы абсолютно цивилизованные, нормальные люди. И я самый худший из этих представителей, из чеченцев, из нормальных, есть подонки, мерзавцы, которые перешли на сторону русских, и я их не считаю чеченцами. И отношение у меня к ним будет, как к врагу.
остальные чеченцы есть хорошие, плохие и так далее. Немного прорекламировал вам чеченцев. На этой прекрасной ноте о чеченцах я бы хотел закончить свой стрим. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Пожалуйста, не забывайте написать комментарий, что вас отписали, вам не приходит уведомление, ну и так далее. Все, что происходит там, что вы замечаете не в порядке с этим каналом, пожалуйста, оставьте свои комментарии. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Следующий стрим будет в среду на чеченском языке. Дармулла. Возможно, и завтра я его проведу. Возможно, я завтра буду в чат-рулетке чуть-чуть. Хочу пообщаться. Уже скучно сидеть дома на карантине. Поэтому всего вам самого хорошего. Ассаламу алейкум. Бюсти Кёльн. Спокойной ночи.